На могучей раскидистой иве высиживала своих птенцов птица Такей, и на ту пору заявилась в эти места рыжая лиса. Подошла к иве, подняла морду вверх и сказала: Птица-теки, снесшая 4 яйца, если ты не хочешь, чтобы я измяла зубами твою сугробистую зимой поляну, не сгрызла твою тучную летом долину, не свалила твою старую раскидистую иву, спусти мне одно яйцо. Птица Такей, снесшей 4 яйца, жалко было расставаться со своим сокровищем. Да что делать? Поплакала она и спустила яйцо. Лиса его тут же съела, только скорлупа у нее в зубах хрустнула и ушла. Прошел день, а на другой опять является та же лиса и опять говорит: Если ты не хочешь, чтобы я измяла зубами твою сугробистую зимой поляну, не сгрызла твою тучную летом долину, не свалила твою старую раскидистую иву и не съела твои 3 яйца, спусти мне одно яйцо. Еще пуще заплакала птица Такей, снесшая 4 яйца. А только как ослушаешься лису? Что, если она и в самом деле приведет свою угрозу в исполнение? Спустила она еще одно яйцо. Лиса его съела и ушла. На следующий день опять лиса появилась под развесистой ивой. Опять угрозами выманила у птицы Такей яйцо и съела его. Осталась птица Такей с одним единственным яйцом. Сидит в своем гнезде, плачет, рыдает. Бежал мимо старый бурундук, остановился, спросил: Птица Такей, почему плачешь и рыдаешь? Приходила лиза и грозилась измять зубами мою сугробистую поляну, и сгрызть мою тучную долину, и свалить мою старую иву, если я не отдам ей яиц, на которых сижу. Так она съела 3 моих будущих птенчиков. Остался теперь у меня только один. Дура ты, дура! Как могла ты поверить, что лиса изгрызет столько земли и свалит эту могучую иву? Как ты могла отдать на съедение плутовки и обманщицы своих птенцов? Если еще раз придет лиса и начнет грозить, скажи ей: если сможешь изгрызть мою тучную долину, грызи. Если сможешь измять зубами мою сугробистую поляну, мне на здоровье. Если у тебя хватит силенки свалить мою старую раскидистую иву, попробуй свали. Бурундук убежал дальше. А на следующий день под иву опять пришла лиса. Пришла за последним яичком, из которого уже вылупился птенец. Птица Такей, снесшая 4 яйца, сказала лисе: Если сможешь, свали мою старую раскидистую иву и замни зубами мою сугробистую поляну, и сгрызи мою тучную долину. Если достанешь, съешь моего птенца. Лиса визжит от досады и бессилия, роет лапами землю, грызет зубами старую иву. Но что она могла сделать поляне? Что она могла сделать могучей иве? Разве что передние зубы, а ее свелеватый ствол обломала. И с тех пор передние зубы у нее так и остались щербатыми. Но, птица Текий, снесшая 4 яйца, не иначе кто-то тебя научил, не иначе старик Бурундук тебя надоумил. Что ж, за это он поплатится. С тем лиса и убежала. Приходит она к старому бурундуку и говорит: Давай, старик, покачаемся в железной колыбели. Что ж, давай покачаемся. соглашается бурундук. Подходят они к колыбели. Дедушка, я первый лягу, а ты покачай. Говорит лиса. Ложись. Отвечает бурундук. Лиса легла, немного покачалась. Хватит, дедушка, теперь ты ложись, я тебя покачаю. Старик бурундук лег в колыбель. И как только он лег,
Лиса прикрутила его к железной колыбели железной проволокой. А ну-ка теперь, добрый молодец, попробуй встать. Это тебе наказание за совет птицы Текей, за то, что мне из-за тебя не удалось съесть последнего ее птенца. Сказала так лисица и ушла своей дорогой. Чувствует старик Бурундук, смертный час его приходит. Не может он сам себя освободить, не может выбраться из железной колыбели. И когда он уже совсем было отчаялся, прилетела птица Токей вместе со своим птенцом. Вот, за то, что дал тебе добрый совет. Лиса прикрутила меня и ушла. Я спас твоего последнего птенца. Попробуй и ты меня спаси. Птица Токей своим клювом раскрутила проволоку и освободила старика Бурундука. Так за добро она тоже отплатила добром. А старый Бурундук затаил обиду на лису и все ждал случая отомстить хитрой мошеннице. Как-то он прослышал, что будет у лис большое собрание. Старик пошел на это собрание, набив полную пазуху мелкой древесной гнилью, собранной со всего леса. Придя на собрание, старый бурундук выступил на нем, а потом, словно бы в шутку, пустился в пляс. Когда он подпрыгивал, у него из пазухи облаком вылетала древесная пыль, и это всех смешило. А бурундук плясать-то плясал, но и зорко поглядывал на смеющихся лис и увидел, как одна лиса прикрывает лапой рот со щербатыми передними зубами. Тогда старик схватил ее за загривок и на глазах у всех начал охаживать кочергой. Бил, чуть до смерти не забил. Лиса вырвалась и убежала, но пока бурундук бил ее закопченной кочергой, шерсть у нее потемнела, и от этой лисы потом произошли лисы-сиводушки. А в этом месте, где проволока впилась в спину старого бурундука, наросло новое мясо и покрылось шерстью другой масти. С тех пор бурундуки и стали полосатыми.